Это глава Коми Владимир Уйба. Вот он проверяет ремонт кровли в школе. А вот рабочие рассказывают ему о прокладке труб. На этих кадрах Уйба трогает окна в детском саду. Видимо, таким образом он проверяет качество их установки. Может показаться, что на этих кадрах обычная рабочая поездка Уйбы в один из районов Коми. Вроде бы все сходится. Губернатор с важным видом ходит по строительным объектам, а чиновники перед ним практически заискивают. Все так, но это не Коми. Это кадры из города Ровеньки, так называемой Луганской Народной Республики. Именно Ровеньки примерно год назад власти Коми взяли под шефство и теперь восстанавливают там разрушенные войной дороги и социальные объекты. И Коми не единственный такой регион. В этом видео я расскажу, какие российские регионы помогают так называемым Луганской и Донецкой народным республикам, сколько на это уходит денег и что об этом думают сами россияне. Это шумоизоляция. Здесь мы отсекаем информационный шум и описываем действительно важные события. Подписывайтесь на канал 7 на 7, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте с самого начала. Чуть больше года назад Владимир Путин подписал указ о присоединении новых регионов к России. Это Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области Украины. И практически сразу после этого начались два параллельных процесса. Так называемые новые регионы стали упоминать во всех внутренних российских документах. На их восстановление выделили деньги из федерального бюджета. Вместе с тем, российские регионы, такие как Коми или Псковская область, стали брать шефство над городами и районами ЛНР и ДНР. То есть восстанавливать там инфраструктуру за счет своих денег. Помимо этого, российские губернаторы стали отправлять в ЛНР и ДНР рабочих, строителей, врачей, инженеров, учителей, коммунальщиков и других. И здесь мы подошли к первому важному вопросу. А сколько вообще российских регионов помогают ЛНР и ДНР? Точных данных нет, но мои коллеги из 7 на 7 подсчитали, что к этому благородному делу подключились не менее 56 регионов. Больше всего денег выделили Севастополь, Москва, Ростовская, Воронежская области и Якутия, а меньше всего денег Ивановская область и Алтай. Федеральные власти разрешили не брать шефство небогатым регионам. Это Чукотка, Забайкалье и Еврейская автономная область. Но главы этих регионов настояли на обратном. Второй вопрос. Как именно российские регионы помогали ЛНР и ДНР? Вот несколько примеров. Воронежская область пообещала отремонтировать 24 объекта в ЛНР и построить 36 километров дорог. Вот что об этом сказал один из местных жителей. С 2005 года я здесь живу, 19 лет, и, конечно, дорог здесь не было. Просто очень большое спасибо, то, что сделали. Чтобы доехать до Марковки, надо было час 20. Точно так же до Мелового. Но сейчас за 15 минут вот выехали с Марковки, вы сами видели, что за 15 минут можно сделать все. Ростов-на-Дону отправил в ЛНР стройматериалы и оборудование, а учителя и воспитатели детских садов прошли переподготовку в Институте повышения квалификации. Сегодня коммунальный десант из Коми отправился в подшефные Ровеньки Луганской Народной Республики. Аварийная бригада проведет ремонт сетей тепло- и водоснабжения и поможет подготовить город к зиме. Но была и более экзотическая помощь. Например, дезинфекторы из Новосибирской области травили крыс и мышей в Мариуполе. Астраханский Минстрой повесил более 2500 указателей на русском языке. Ну а псковские власти запустили в Херсоне пропагандистское радио «Седьмое небо». Вот как эту ситуацию прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Береславском районе, это восстановление нормальной связи и работы медиа. И в этой части уже есть хорошая новость. Общими усилиями запустили вещание псковского «Седьмого неба». Конец цитаты. Еще один важный вопрос. Сколько денег выделяют регионы
и откуда? Общих данных нет. Мои коллеги из 7 на 7 по открытым источникам смогли выяснить, что, например, Красноярск отправил более 3 миллиардов рублей, а Астраханская область более 300 миллионов. Разброс большой. Деньги в общий котел на ДНР и ЛНР поступали из 2 источников – бюджетов регионов и местных компаний, например, водоканалов и других коммунальных предприятий. А еще скидывались жители. Ну, как скидывались? Их об этом просили местные власти, а люди попросту не могли отказать. Так, собрать пожертвования на восстановление территорий обязали медиков из Башкортостана и Воронежской области, а в Новосибирской области попросили сброситься чиновников. Плюс ко всему, некоторые специалисты работали в ЛНР и ДНР во время своих отпусков и без зарплаты. Об этом, например, рассказала глава Общероссийского народного фронта в Севастополе Лариса Мельник. Мы все поехали в счет отпусков. Не было у нас командировок. Поэтому доктора-волонтеры через черточку. А что про эту помощь ДНР и ЛНР думают жители российских регионов? Об этом можно косвенно судить по комментариям в социальных сетях губернаторов, куда они активно выкладывают фотографии и видео поездок в ДНР и ЛНР. Вот пример. Губернатор Воронежской области Александр Гусев хвалится ремонтом дороги в ЛНР, а жители его родного региона спрашивают, когда дорогу отремонтируют у них. Все это прекрасно, но когда же ремонт дороги дойдет и до села Лиски Воронежской области? Каждый год обещают сделать дорогу на улицу Пролетарская, но чуда так и не дождаться. Похожие комментарии оставляют и жители Коми под постами главы региона Владимира Уйбы. Процитирую. «Считаю, что эффективный менеджер должен заниматься своей основной работой, в первую очередь заниматься вопросами собственного региона и проблемами жителей этого региона. Регион в говно». А вот критических комментариев под постами губернатора Псковской области Михаила Ведерникова не найти. Они зачищают все медиапространство, они банят всех, кто смеет покритиковать ВКонтакте, также было в Инстаграме. У нас народ просто делится своими скринами, что они добавлены в черный список у губернатора. Поэтому там некому писать критические отзывы. Ну а второе, люди запуганы, потому что жалоб у нас и угроз, там, например, что будут жалобы, например, ты пишешь критический комментарий, тебе пишут, что ты... Это госизмена, мы напишем на вас жалобу. Претензии людей появились не на пустом месте. Пока Владимир Уйба осенью 2022 года следил за ремонтом соцобъектов в Ровеньках, 30 населенных пунктов в его родной Коме оказались не готовы к отопительному сезону. Более четверти дорог в Воронежской области, которая ремонтировала их в ЛНР, еще много лет не будут соответствовать нормативным требованиям. Денег на их ремонт нет. А в Севастополе, откуда врачи поехали работать в ЛНР во время своих отпусков, не хватает более 60 педиатров, терапевтов и врачей общей практики. Работа по восстановлению ЛНР и ДНР оказалась обременительной для некоторых российских регионов. Так, Воронежская область отказалась от 2 из 4 опекаемых территорий. Всего область потратила на участие своих жителей в войне и на поддержку ЛНР более 8 миллиардов рублей. Это чуть больше 5% от регионального бюджета. Большая сумма. Краснодарский край собирался построить дороги и школы в Харьковской области, но шефство пришлось прекратить после того, как осенью 2022 года Украина вернула контроль над регионом. Теперь за Краснодарским краем закрепили подконтрольную России часть Херсонской области. Со стороны кажется, что российские губернаторы стараются сохранить хорошие мины при плохой игре. И кажется, у них может получиться. Для этого нужно снова и снова просить местных жителей скидываться деньгами на восстановление Донбасса, отправлять в неоплачиваемые командировки специалистов и требовать с предприятий оказывать новую и новую помощь. Урок о том, что люди – это новая нефть, похоже, российские губернаторы усвоили хорошо. Шумоизоляция будет выходить по пятницам. Поставьте нам лайк или напишите комментарий. А лучше поделитесь этим видео в социальных сетях.
Пока.